Вот по такому морозу, говорят, сейчас, конечно, потеплело здесь, да, в Якутске, минус 30, это вроде бы как местная жара. Да, была когда-то в Советском Союзе такая песня, да, минус 30 и хочется квасу. Да, то есть вот это вот, наверное, такое вот состояние здесь. Жарко здесь сейчас. Ну, для местных жителей, конечно. Для нас здесь самый настоящий мороз после Приморья. Но мы понимаем, что когда наступят морозы покрепче, очень комфортно дома, не выходя из дома, участвовать в богослужении, правда же? Сел, включил компьютер или телевизор, налил себе чаю горячего, на диване, послушал субботнюю школу, посмотрел проповедь, или, может быть, послушал субботнюю школу, поспал, потом посмотрел проповедь. Или, может быть, еще можно и поесть сразу, пока посмотрел проповедь. Правда же удобно? То есть, с одной стороны, посмотрите, это благословение, а с другой стороны, есть опасность в этом, потому что мы так можем вообще перестать посещать места собрания, да, народа Божьего, богослужения. Вот об этом как раз мы сегодня с вами и будем говорить на нашей проповеди. Я хочу рассказать историю. Я знаю, что истории любят все, не только дети, но любят и взрослые. Так вот, я хочу рассказать вам историю про одного плотника. Этот человек был профессионалом своего дела, потому что он научился своему мастерству от отца и деда, с которыми работал, начиная вот с самых-самых юных лет. И он очень умело строил дома, знаете, такая технология, без единого гвоздя. Он не использовал гвоздей совершенно. Все детали этого дома, он строил дома только из дерева, он подгонял детали так друг к другу, что там не нужно было их ничем скреплять. Дома получались теплые, добротные, никогда не скрипели. Никогда не было никаких проблем с тем, чтобы в доме где-то какие-то детали не состыковывались, углы были криво запилены. Все было очень четко. Каждое бревнышко подогнано к другому бревнышку, каждая досочка, половые речки. Все великолепно строил дома. Он никогда не делал рекламу своей работы. Потому что у него только еще заканчивался заказ, у него уже был заказ на 10 человек вперед, на 10 домов вперед. И он работал на протяжении 40 лет, до самых 60 лет. И вот наступило время, когда ему было уже почти 60. Он сам жил в доме, который построил его еще его дед. И он все мечтал, выйду на пенсию, построю себе добротный дом. Я же умею. Но времени все время не хватало. Все время не хватало сил, потому что постоянно на работе, постоянно зарабатывал деньги. И вот один человек нанял его на работу, и он ему говорит: слушай, ну, я уже хотел, говорит, от дела отойти, но, говорит, построю тебе последний дом. И всем остальным, кто его приглашал строить дома, он им говорил: нет, все, строю последний дом, потому что это мой последний дом, я хочу потом себе отстроить дом, уйти на пенсию, отдохнуть, заслуженный отдых, я уже 40 лет строю дома. И вот он этому человеку, как всегда, очень добротно, очень хорошо, красиво отстроил великолепный особняк, отстроил дом. Этот человек пришел смотреть на этот дом, проверять его. Ну и сам плотник был очень счастлив, потому что это его последний заказ. Человек пошел, просмотрел по этому дому. Все сделано великолепно. Он ему говорит: отлично все. Я, говорит, готов с тобой рассчитаться. Но он говорит: послушай меня, у меня к тебе есть одна просьба. Говорит: пожалуйста, мне нужен еще один дом. Построй еще один дом. Он говорит: я уже, говорит, семье сказал, я уже, говорит, сам себе сказал, я уже всем объявил, от всех заказов отказался, строить не буду. Он ему говорит: ну, пожалуйста, один дом. Что тебе стоит? Ты уже сколько домов построил? Он говорит: очень много домов построил, уже со счету сбился. Всего один дом. Построй еще всего лишь один дом. Вот, говорит, земля прямо рядом с этим домом. Вот на этой земле нужно прямо вот с нуля построить этот дом. Уговаривал его, уговаривал. И как вы думаете, что произошло? Согласился плотник. Ну, согласился, а сам думает: как-нибудь построю этот дом, так вот уже. Потому что уже никакого желания нет строить этот дом. Быстренько как-нибудь сейчас его сделаю за месяцок, и как бы все, и буду свободен. И он приступил к работе, этот человек ему подвозил стройматериал, подвозил ему бревна, доски, все, что он заказывал. Он все это сделал, домик, вот, ну так, лишь бы. Никогда в жизни так не строил, никогда в жизни. Вот один последний дом так построил. Построил, звонит этому человеку, говорит: приезжай, проверяй. Тот приехал, походил, посмотрел по этому дому, протягивает ему ключи от этого дома, говорит:
Это, говорит, подарок для тебя. Я, говорит, этот дом хочу подарить тебе. Говорит, посмотрел, говорит, в каком ты доме живешь. И, говорит, вот этот дом я, говорит, заказал специально, чтобы вот ты себе мог его построить и жить в этом добротном доме. Как вы думаете, плотник обрадовался такому подарку? А почему не обрадовался? Сам же строил. Понимаете? Просто потому, что он знал, как этот дом построить. И он, когда взял эти ключи, так расстроился. Он так расстроился, он так сожалел. И потом, когда ушел этот человек, он просто чуть не заплакал от сожаления. Говорит, если бы я только знал, что этот дом будет мой. Ну, почему я вот всем другим строил, как полагается, а себе построил вот тяп-ляп? Почему, говорит, такое в моей жизни? И вот потом, да, поселился он в этот дом, а вы знаете, исправить в доме все очень гораздо сложнее, чем построить сразу, качественно, с нуля. Очень трудно потом все вот эти дырочки законопатить между бровями. Очень трудно потом досочки эти подогнать, чтобы они не скрипели на полу. И поэтому, конечно, этот человек очень сильно расстроился. Расстроился, потому что сам сделал все не так, как делал всегда. Вот этот последний шаг в его жизни, последний дом в его жизни оказался настолько для него некачественным, а ему пришлось теперь в этом доме жить. Это был теперь его дом. Кого винить? Никого. Только самого себя. Только самого себя. Вот сегодня мы будем говорить с вами об усердии. Знаете, что такое усердие? Я думаю, что знаете. Потому что усердие – это состояние сердца. Состояние, когда мы к тому, что мы делаем, прикладываем свое сердце. Конечно, может быть немножко непонятно для детей, как это. К тому, что делаем, прикладываем сердце. Что его? Вытащить из груди. Что с этим сделать? Но мы с вами понимаем, что мы можем выполнять работу, которая нам не нравится. И очень часто мы выполняем такую работу, правда же? Есть работа, которая нам не нравится. Мы можем ходить на работу просто потому, что нам там платят деньги. Наши дети могут выполнять домашнюю работу. Попылесосить, помыть полы, помыть посуду. Но им это не нравится. Они делают это просто потому, что их об этом попросили родители. Ни больше, ни меньше. Но они не прикладывают к этому сердце. А вот есть дела, которые мы делаем с большим удовольствием. Чаще всего это наше хобби. То есть то, чем мы любим заниматься. И для каждого это хобби какое-то свое. Кто-то любит что-то мастерить, кто-то вышивает, кто-то выпиливает. Вот этот плотник дома очень красиво строил, да? Очень замечательно строил дома. То есть у каждого есть какое-то свое хобби, которое он любит делать. Какое-то дело, которое он любит делать. И к этому делу он всегда прикладывает свое сердце. Видели такие вещи, которые называются handmade? Ручная работа. Чем отличается handmade от того, что делает фабрика? Знаете? Когда человек делает все своими руками, он вкладывает свое сердце. В каждую вещь, которую он делает. Что угодно. Может быть, это мыло ручной работы. Может быть, это какая-то вышивка. Может быть, какая-то поделка. Человек свое сердце вложил. Там частичка его находится в этом деле. Так вот, когда мы говорим об усердии, когда мы говорим о том, что мы делаем для Бога, в этом тоже может быть частичка нашего сердца. Давайте мы с вами откроем послание к Римлянам, 12 главу, 11 стих. Послание к Римлянам, 12 глава, 11 стих. Что говорит апостол Павел по этому поводу? Вы должны Библию открывать быстрее, чем я, потому что у меня микрофон в руке, и неудобно одной рукой открывать. А вы должны быстрее листать. Поэтому, пожалуйста, открывайте вместе со мной Библию. Если вы принесли их с собой, в обязательном порядке открывайте. Если у кого-то в телефоне Библия, также вместе со мной следите за этими стихами. Римлянам, 12 глава, 11 стих. Посмотрите, Павел говорит, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Вы знаете, я представляю, как Павел писал это послание и каким был он сам. Вы знаете историю Павла? Скажите, вот можно про него сказать, что он усердно служил Господу? Ну, 100%. Он горел всем сердцем. Он был готов отправиться в самые опасные путешествия, которые только можно было себе представить. Он сам про себя говорит. Несколько раз был в кораблекрушениях. Сколько раз был в опасностях на земле. Сколько раз был в опасностях на воде.
сколько раз был в опасностях от лжебратьев, сколько раз был во всяких вот таких вот странных приключениях для него, но это его нисколько не останавливало. Помните, в одном городе его даже побили камнями. Побили камнями, вытащили за город, побили камнями, решили, что он умер. Ушли, Павел поднимается, что он делает? Он не просто говорит, все, чур меня, в этот город больше не ногой. Он поднимается, куда идет? Друзья, назад в этот же город. В этот же город идет назад. Вот что такое усердие. Павел прикладывал все свое сердце к тому, что он проповедовал, к тому, что он возвещал. И Павел для нас в этом отношении является нашим примером. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы в Якутске посещать богослужение, нужно, чтобы сердце горело. Знаете почему? Когда человек теплый, на богослужение в таком состоянии не пойдешь. Ну, при таких морозах. Только горячее сердце может вот на богослужение человека побудить пойти. Не про Якутск, я знаю другую историю, не про морозы, а про расстояние. Одна бабушка приезжала в церковь очень издалека, за 50 километров. Пешком шла до остановки долго, потом пешком с остановки в молитвенный дом и обратно, с больными ногами, с палочкой. У нее спрашивают: сестричка, а что ж вы так далеко ездите на богослужение? У вас рядом с домом есть там какая-то вот другая церковь. Зачем вам так далеко ездить? Как вы с больными ногами так далеко? Она говорит, вы, говорит, об этом не переживайте. Говорит, когда я просыпаюсь в субботу утром, сначала на богослужение отправляется мое сердце. А потом следом за сердцем уже и ноги идут. То есть вот примерно то же самое, что происходит с нами каждую субботу. Согласны? Мы только просыпаемся, уже сердце зовет нас на богослужение. Мы уже готовы бежать на богослужение. А потом уже следом и ноги отправляются. Поэтому очень важно, чтобы мы к тому, что мы делаем, к служению Богу прикладывали наше сердце. И тогда красиво получается служение. Тогда субботняя школа проходит торжественно, красиво, как ее проводят в церкви все учителя субботней школы. Тогда пение хора звучит призывно, да, обращаются прямо к нашим сердцам. Детская история каждую субботу готовится для деток, для их сердец. Это приятно. Но бывают ситуации, когда мы пренебрегаем возможности усердно послужить Богу. И в противоположность такому усердию мы допускаем небрежность. Скажите, бывает такое, что мы допускаем небрежность в вопросах служения Богу? Или такого быть не может? Как это происходит? Давайте мы откроем Писание и посмотрим несколько интересных примеров. Книга пророка Малахии, последняя книга Ветхого Завета, написанная перед эпохой молчания, долгого молчания Бога. Книга пророка Малахии прежде всего известна нам по стихам, которые записаны здесь о десятине. Я думаю, что когда мы говорим Малахия, то сразу подразумеваем эти стихи. Но сегодня мы прочитаем другие стихи. Мы прочитаем из 3 главы стихи с 13 по 18. И посмотрите, какая проблема, кроме других проблем, существовали во времена, когда был отстроен второй Иерусалимский храм. 3 глава, 13 стиха. Вот что говорит Малахия, передавая слова Бога людям. Дерзостны передо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающих беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Малахия обращается к народу Божьему. Он не обращается к язычникам. Он обращается к народу Божьему. То есть ко мне и к вам. Лично ко мне и лично к вам. И он говорит, если только вы говорите тщетно служение Богу, то что это значит? Какая разница, я в субботу пошел на богослужение или остался дома? Какая разница, участвую я в служении или нет?
когда исполняется общий гимн. Пою я вместе со всеми или просто стою, внимательно смотрю, как исполняется этот гимн. Знаете, раньше говорили таким образом, спорили очень часто в церквах, не знаю, может быть, у вас тоже бывают такие разговоры, во время общей молитвы. Нужно закрывать глаза во время молитвы или нет? А сейчас знаете, что молодежь спрашивает? А во время молитвы телефон надо выключать? То есть немножко даже акцент сместился. Мы сегодня вроде бы приходим на богослужение в церковь, но иногда в церкви, вроде бы находясь, ногами-то мы пришли, а сердце наше где? Вот в противоположность усердию бывает такое, что мы пришли на богослужение, а сердце наше от Бога где-то находится очень далеко. Когда-то в одну церковь перевели пастора, и пастор стал проповедовать в этой церкви, и вот проходит где-то несколько месяцев, к нему подходит один брат. И говорит: пастор, у меня, говорит, к вам есть претензии. Пастор говорит: а в чем, собственно, вопрос? Он говорит: мне не нравятся ваши проповеди. Не нравится не сами проповеди, не нравится, как вы их произносите. Пастор говорит: так а в чем проблема? Я вроде бы нормально говорю, вроде бы не запинаюсь, вроде бы все по священному писанию. Он говорит: да нет, не в этом дело. Говорит: до этого я, говорит, приходил на богослужение в церковь. Говорит: понимаете, я архитектор. Говорит: за время, говорит, проповедь я успевал, говорит, в сознании дом построить. И говорит: пока я, говорит, сижу, говорит, слушаю, говорит, проповедь, а я, говорит, вот строю. Говорит, у меня дома получались вот в сознании. Потом прихожу домой, дома воплощаю. Говорит: вы приехали, начинаете проповедовать, ничего построить не могу. Говорит: какие-то вопросы задаете, разговариваете, какие-то истории рассказываете. Говорит: только начинаю строить, раз какая-нибудь история меня заинтересовала. И говорит: забыл про то, что строил. И говорит: 3 месяца уже, говорит, ни одного дома еще не построил. Пастор ему говорит: так это же, говорит, хорошо, друг. Это же, говорит, важно для тебя, потому что ты приходишь в церковь не для того, чтобы дома строить, а для чего? Для того, чтобы проповедь слушать. Для того, чтобы Слово Божье слушать. Друзья, когда мы приходим в церковь, действительно ли мы успокоились от всех своих дел? Или мы продолжаем продавать, преподавать в школах, делать домашние дела, ремонтами заниматься домашними, решать вопросы там, может быть, с какими-то со своими друзьями, мысленно здесь находясь. Так вот, как раз об этом и говорит Малахия. Он говорит: неужели мы Богу скажем тщетно богослужение перед Богом? То есть мы потом придем к такому пониманию: зачем я вообще прихожу в церковь? Я могу и дома посидеть, послушать, но у меня дома столько дел еще может сделаться. И поэтому важно, чтобы мы тем самым не прогневляли нашего Бога. Господь говорит: дерзостны передо мной. Представьте себе, Бог обращается к своим детям и говорит: вы очень дерзко себя ведете по отношению ко мне. Вы говорите, что нет никакого смысла в богослужениях в церкви. Но это же, говорит, не так. То есть, если кто-то уходит из церкви и говорит, что был на богослужении, что не был, вот ничего мне это богослужение не дало. Скажите, в ком проблема, в человеке или в Боге? Друзья, даже не в церкви. Проблема в сердце. В моем собственном сердце. Если я ухожу с богослужения, не наполненный Духом Божьим, если я ухожу из церкви, и это богослужение по моим собственным представлениям мне ничего не дало, проблема не в том, что говорил учитель субботней школы. Проблема не в том, как проповедовал пастор, как пел хор, а проблема в том, что я пришел не для того, чтобы напитаться, а пришел занятый своими какими-то мыслями, проблемами, не успокоился в этот день до конца, не пришел для того, чтобы преклониться перед Богом. Давайте посмотрим несколько примеров того, как это было в истории. Откроем с вами книгу Левит, 10 главу. Книга Левит, 10 глава. Сейчас как раз мы изучаем, часть Пятикнижья Моисеева. И в этих книгах тоже есть очень хорошие, интересные истории. Левит, 10 глава, рассказывает нам трагическую историю 2 молодых людей. Надава и Авиуда. Знаете, чьи это были дети? Это были священники, это были дети Аарона. Причем они должны были стать частью вот этого священства, частью первосвященства, потому что были из рода Аарона. Кто-то из них должен был стать первосвященником после своего отца. Надав или Авиуд. Это уже решал Господь. Но они были частью вот этого рода священничества. Давайте посмотрим, как они совершали служение. 10 глава, с 1-2 стих.
Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Вот еще один пример того, как мы порой пренебрежительно относимся к служению в Божьем доме. Надав и Авиуд, два молодых священника. Вроде бы ничего такого особенного не сделали, кадильницы они взяли. Вот этот специальный состав трав в кадильницы положили. Но только огонь они взяли не с жертвенника, а зажгли вне святилища. Многие люди, которые читают это повествование Священного Писания, они говорят, какая разница в том, где зажжен этот огонь. Чем отличается огонь священный от огня обыкновенного? Что у него, другая температура горения? Что он по-другому горит, по-другому светится? Нет, друзья. Все дело только в том, что это огонь, который горит на жертвеннике. Огонь, который возжег Господь. А это огонь, который зажгли люди. И даже если это священники, они не имели права этого делать. То есть они пренебрежительно отнеслись к повелению Господнему. Господь им сказал, сделай вот так. А они, ну какая разница, там взять огня жертвенника или на улице спичками поджечь эти кадильницы. Какая разница? Вот они подожгли сами где-то, может быть, в своих домах. Не знаю, каким образом это было. Написано, это был чуждый огонь. Дух пророчества, Елена Вайт по этому поводу говорит о том, что, кроме всего прочего, они были еще и нетрезвы. Они еще и выпили вина, которое их привело в состояние пренебрежительного отношения к Божьим словам. И если Господь сказал, и были четкие повеления, как должны были действовать священники, они пренебрегли этим, потому что решили, что они сделают так, как им больше нравится. Скажите, часто ли у нас такое бывает, когда мы тоже думаем о том, что вот так, как мне больше нравится, так и правильнее? Вот во времена судей как раз так и было. Помните, было такое время, когда написано, не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось справедливым. А что это за состояние, что ему казалось справедливым? Это то, что мне больше нравится. Вот сегодня мне нравится так, поэтому это справедливо. Завтра мне нравится вот так, поэтому это тоже справедливо. Это на самом деле очень опасное состояние. Так вот, как раз об этом и говорит Священное Писание. Пренебрежение в данном случае недопустимо. Нельзя так делать. Священники, вместо того, чтобы приложить свое сердце к этому делу, вместо того, чтобы исполнить все повеление Господне и сделать так, как сказал Господь, они вроде бы половину исполнили, а часть взяли человеческую, огня. Не Божьего взяли, а огня взяли человеческого. Сами подожгли эти кадильницы и в нетрезвом состоянии вошли во святилище для того, чтобы там совершать это кождение. И вы знаете, чем закончилась эта история? История закончилась крайне печально. Мы читаем о том, что произошло с ними. Вышел огонь от Господа и сжег их. И они умерли. Печально было на это смотреть отцу. Как вы думаете? У Аарона было 4 сына. 2 погибло. Осталось 2. Но Господь ему сказал, ты даже не думай сожаления высказывать, потому что, чтобы это не было примером для всех остальных. Очень жесткий урок, я бы сказал. Очень. То есть, так как учит нас сегодня Господь, это по его великой милости. На примере других, на примере Аарона. У нас сегодня такого не происходит. Если у нас, например, сегодня дети поведут себя каким-то образом, может быть, неблагопристойно, с какими-то предметами святыми для нас в церкви, на вечере Господне, да, что-то вот, может быть, они возьмут, они сразу замертво не умрут. И вы знаете, я могу сказать, слава за это Господу. Потому что в этом его великая милость к нашим детям и к нам. Потому что наши дети, мы сразу не умираем. Если бы такое было бы, мы бы, с одной стороны, относились бы с большим страхом к Божьему делу, а с другой стороны, детей бы учили бы по-другому. И поэтому Бог сегодня учит нас на примере того времени. Мы можем открыть Священное Писание и прочитать. И мы понимаем, так как Надав и Авиуд, поступать не нужно. И так как Аарон за своими детьми смотрел, поступать тоже не нужно. У Аарона осталось 2 сына, которые продолжили его священнический род. Давайте мы посмотрим, как в Новом Завете это происходило. Евангелие от Матфея, 23 глава, содержит еще одну историю. Историю того, как люди поклонялись Богу во времена Иисуса Христа.
с 29 по 32 стихи. Вот что говорит Христос. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 32 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Почему Христос так строго отнесся к фарисеям, к священникам своего времени? Проблема их заключалась в том, что они делали все на показ. Но когда они делали это все на показ, сердце их было не с Богом. Они не прикладывали к этому сердце. Их сердце было очень далеко. Они хотели либо обогащаться, либо хотели какую-то славу иметь, хотели иметь какой-то почет. Христос про них так и говорит. Вы, говорит, молитесь для чего? Молитесь для того, чтобы люди смотрели на вас. Вы останавливаетесь на углах улицы, молитесь долго, для того, чтобы люди посмотрели и сказали, какой благочестивый человек, какой набожный. Посмотри, а это вот наш пастор. Да? Вот посмотрите, какой он благочестивый. Вот только для этого. Они молились не для того, чтобы к Богу обращаться, они молились для того, чтобы люди увидели. Специально, демонстративно. Так, чтобы другие их могли похвалить. А Господь их за это не похвалил. Почему? Потому что Он видит наше сердце. И Он говорит, если ты делаешь твои и произносишь твои молитвы для людей, ну пусть тебя люди хвалят. Но если ты произносишь твои молитвы для Бога, то сделай это как? Сделай это тайно. Тайно. Войди в комнату твою, где тебя никто не видит, кроме тебя и Бога. Закрой за собой дверь и помолись твоему Отцу как? В тайне. Вот тогда ты будешь иметь похвалу от Бога. Если ты хочешь похвалы от людей, действуй так. Если хочешь похвалы от Бога, действуй так. Выбирать нам. Давайте мы попробуем с вами научиться, каким образом нам нужно расставлять приоритеты. Я думаю, что все вы слышали, что мы в жизни должны правильно расставлять приоритеты. Правда же? И у нас есть какие приоритеты в жизни? Вы можете назвать? У кого какие есть в жизни приоритеты? Называйте. Господь. Семья, правильно. Еще здоровье, да? Есть приоритеты? Хорошо, еще. Работа, согласен полностью, 100%, без этого, ну никак, мы не можем по-другому существовать. И мы понимаем прекрасно, что вы приоритеты должны правильно расставить. Так или нет? А как правильно расставить приоритеты? Кто знает? На первом месте Бог. Так, хорошо, ну правильно, да, мы же в церкви находимся, мы же по-другому как бы не можем, да, вот сказать правильно. Да, на самом деле на первом месте Бог. На втором месте что? Семья, работа, дети, друзья, что? Это все зависит от времени нашей жизни. Для кого-то сейчас самое важное – это работа, для кого-то самое важное – это семья. Мы можем находиться в разные этапы своей жизни на разных этапах. Вы согласны? Что-то можем приоритеты какие-то менять. Но люди говорят, самое главное, чтобы на первом месте был Бог. Вы знаете, я только частично с этим согласен. Знаете почему? Все-таки, когда Бог только на первом месте, этого ведь недостаточно. Почему? Он хотя и на первом месте, но он только там. Что это значит? Это значит вот что. В субботу я Богу пришел в церковь, поклонился, он же на первом месте. Все, я ему поклонился, а потом пришел домой и занимаюсь чем хочу. Потому что Бог на первом месте, семья на втором, работа на третьем и так далее. Среди недели точно так же. Я же Богу в субботу поклонился, поэтому на работе я занимаюсь чем хочу. Но на самом деле Бог в Святом Писании говорит нам о других приоритетах. Знаете, о каком? Бог должен быть на первом месте в семье. Бог должен быть на первом месте на работе. Бог должен быть на первом месте в учебе нашей. Бог должен быть на первом месте в вопросах здоровья. Бог должен быть на первом месте, когда мы зарабатываем деньги. Друзья, расстановка приоритетов, когда Бог на первом месте, а все остальное дальше по ниспадающему, это не совсем верно. Потому что тогда мы совершенно по-другому относимся к работе. Тогда мы понимаем, что на работе какая разница, чем я занимаюсь. Даже если водку разливаю по бутылкам. Даже если работаю на табачной фабрике, фасую сигареты. Это же моя работа, я просто деньги зарабатываю. Но если на работе со мной тоже Бог,
то тогда эта работа не для меня. Я тогда этого делать не буду. Согласны с этим? Тогда я совершенно по-другому буду к этому относиться. Тогда я буду понимать, какая водка, какие сигареты. Ну это так условно. Работа же разная бывает, правда же? Я тогда буду понимать, если я поставлю Бога на первое место, мне эта работа не подходит. Я не хочу травить других людей. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то попал в больницу, кто-то заболел, кто-то умер, кто-то был убит. Не хочу. И тогда в этом вопросе для меня Бог тоже на первом месте. То же самое касается воспитания детей, отношения с близкими. То же самое касается поклонения Богу. Для нас Бог должен быть на первом месте во всем. Не просто на первом месте в жизни, а потом все остальное. На первом месте в каждом элементе нашей жизни. Служение Богу в мелочах должно всегда для нас оставаться приоритетом. Вы помните 4-ю заповедь закона Божьего? Как она звучит? Детки, помогите мне, пожалуйста. Как звучит 4-я заповедь? Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й суббота Господу Богу твоему. Мы все помним эту заповедь. И вот эта заповедь говорит нам о том, что мы должны посвятить Богу какой день недели? 7-й. А остальные 6 для кого? Написано по заповеди работать. То есть в остальные 6 дней Бога можно не вспоминать? Понимаете? То есть, когда мы говорим о принципах Божьих в нашей жизни, мы понимаем, что остальные 6 дней, когда мы работаем, где должен быть Бог? Он тоже должен быть на первом месте. Не только в субботу, но он должен быть на работу. Когда мы просыпаемся утром, идем на работу, мы должны начинать с того, что сначала поклонились Богу. Сначала воздали Ему славу, воздали Ему хвалу, пригласили Его со мной пойти на работу. Когда мы просыпаемся каждое утро в рабочий день, важно, чтобы мы доверили себя Богу. И тогда Бог будет всегда со мной. Давайте откроем книгу Притчи, 3 главу, 9 стих. Книга Притчи 3:9. Я думаю, что вы знаете и этот библейский стих. Он говорит таким образом. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Вот большинство людей, которые не задумываются о приоритетах в жизни, размышляют таким образом. Десятина – это святыня. Причем десятина – это какая часть нашей зарплаты? 10. Ну, понятно, что 10. Но так, чисто математически. Это 1/10 или 10/10? 1/10. Рассказываю такую историю про мальчика, который приходил послушать миссионера. И когда миссионер проповедовал, на следующий день мальчик принес рыбу вот такую миссионеру. Поймал рыбу, принес миссионеру. Говорит, это, говорит, принес вам, как десятину Господу. Миссионер похвалил мальчика, по голове погладил. Говорит, спасибо, говорит, за эту рыбу. Ну, говорит, ты же сказал, что это десятина. Он говорит, да. Говорит, а остальные 9 где? Мальчик говорит, остальные 9 я еще не поймал. Вот это доверие Богу, согласны? По-детски, искренне, всем сердцем. Вот так человек, ребенок, доверился Богу. Друзья, десятина – это первая часть. Первая часть. Вот когда мы получаем прибыль, мы первую часть отдаем Богу. Скажите, а с остальными 9 частями что мы можем делать? Все, что угодно, все, что душе заблагорассудится. Вы помните, наверное, были такие времена в церкви в 90-х годах, когда были люди, которые достаточно криминальным образом зарабатывали деньги. Кто-то их назвал бандитами, кто-то назвал предпринимателями. Ну, именно которые криминальным образом, друзья, которые криминальным образом зарабатывали деньги. Потому что предприниматели тоже были разные. Некоторые действительно зарабатывали своим, как говорится, потом и кровью, а некоторые преступным образом. Вымогали деньги. Но где-то от кого-то, услышав, что вот Бог благословляет и дает прибыль, если ему вернуть 10-ю часть, эти люди тоже приносили десятину в церковь. Десятину приносили в церковь. Приносили священникам в надежде, что теперь во всем остальном Бог их благословит, убережет от пули шальной, спасет в разборках всевозможных криминальных. То есть вот этот вот принцип, понимаете, не соблюдался. То есть люди приносили десятину Богу, и десятины были, знаете, какие? Один такой человек мог принести в церковь десятину, которую все верующие по всему вот униону собрать не могли, в финансовом отображении. Но что это по сравнению с тем, что человек сердце свое не отдавал Богу? Что эти деньги? И эти остальные деньги, которые были у него, на что он тратил? Друзья, да на все, на что угодно.
и киллеров нанимал, и наркотики покупал, и выпивку, и все остальное. Но в его понимании, в их понимании, вот, может быть, таких вот людей, было что самое главное? Ну, главное, десятину могу вернуть, вот эту часть Бога. А остальное могу делать все, что угодно. А Библия что говорит? А Библия говорит в 3 главе книги Притчи в 9 стихе: «Чти Господа от имения твоего». Не только десятину, но все имение. Не только 10-я часть моей зарплаты принадлежит Богу, а принадлежит Богу вся моя зарплата. Поэтому Бог следит и за тем, как я остальное тоже использую. А остальным я прославляю Бога, остальным я забочусь о своей семье, остальное я вкладываю в дело Божье, в то, чтобы развивалось Его дело. Это тоже является нашим служением Богу. Давайте мы посмотрим еще на один важный элемент. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха. 2 Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха. Еще один такой важный элемент, как покаяние. Вы знаете, что такое покаяние? А вы знаете, что покаяние бывает разное? Знаете об этом? Давайте прочитаем. 7 глава 2 послания к Коринфянам, 10 стиха. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле», говорит апостол Павел. Итак, 2 вида покаяния. И здесь тоже важно, приложили мы к этому покаянию свое сердце или нет. Если мы каемся перед Богом и прикладываем к этому сердце, что происходит с нами? Это печаль ради Бога. Мы оставляем свой грех, мы смиряемся перед Богом, мы готовы больше этого не повторять и живем теперь с Богом праведной жизнью. И поэтому, если вдруг кто-то к нам подходит и говорит: брат, сестра, вот мне к тебе есть вот такое дело. Мне нужно тебе кое о чем сказать. И бывает такое, что мы слышим обличение. Бывает такое в вашей жизни, что вас кто-то обличает? Как вы реагируете? По-разному, правда? Не будем вот скрывать, по-разному. Иногда бывает такое, понимаешь, да, ты на самом деле сказал правду, да. А иногда бывает: что ты мне об этом говоришь, что ты на себя посмотри. И такое бывает, правда же? Так вот, апостол Павел говорит, что если мы к усердию стремимся, то есть сердце свое прикладываем, тогда мы понимаем, что каждое такое замечание приводит нас к покаянию, к смирению, к осознанию себя грешником и к исправлению. А если у нас печаль мирская, тогда что происходит? А тогда наш собеседник, который вдруг решил нас обличить, услышит столько всего нового и интересного про себя. Правда же? Он услышит о том, какой он христианин, он узнает о том, как нехорошо подходить к другим и делать замечания, и это будет печаль мирская, но не печаль ради Бога. Скажите, какое покаяние лучше все-таки? Конечно, покаяние или печаль ради Бога. Покаяние для Бога, вот это то, что на самом деле важно для нас. Итак, дорогие друзья, мы понимаем, что мы с вами сегодня можем для Бога, служа, Ему поклоняясь, либо свое сердце приложить к этому служению, и тогда это будет наше усердное служение Богу. Либо, если мы сердце не прикладываем, это тогда получается, что мы небрежно дело Божье делаем. А знаете, что написано в Священном Писании по поводу того, кто делает дело Господне небрежно? Книга пророка Иеремии, 48 глава, 10 стих. Книга Иеремии, 48 глава, 10 стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Говорит первая часть этого стиха. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. 48:10. Иеремии 48:10. Друзья, Священное Писание предостерегает нас. Оно не только дает нам наставление, как нам жить, но порой и дает нам уроки, которые очень важны для нас, которые дают нам жизнь и которые помогают нам исправиться,
который помогает нам служить Ему всем сердцем. И вы знаете, когда мы слушаем такие важные вести для нас, я думаю, что в каждом из нас загорается такое горячее желание послужить Богу. Приходить на богослужение и здесь смеяться перед Ним. Слышать обличение и просить о том, чтобы Бог нас исправил. Трудиться для Бога, проповедуя Евангелие. Если петь, то от всего сердца. Не просто, чтобы губами только шевелить, да? А чтобы вот сердце пело, чтобы дух ликовал. Если молиться, то таким образом, чтобы вот из сердца лилась эта молитва, из души, чтобы она была. Если читать Священное Писание, то не смыкающимися глазами, да? А чтобы вот понимать все это прочитанное. Пусть в этом вопросе нас благословит Господь. Пусть Он поможет нам, чтобы мы могли все сердце свое прикладывать к тому, что мы делаем, для того, чтобы быть живыми, для того, чтобы быть спасенными с Богом. И еще одну историю хотел бы рассказать. Однажды один смотритель маяка, который должен был следить за тем, чтобы маяк постоянно горел, он пренебрег своими обязанностями. Как это было? Когда начался сильный шторм с ураганным ветром, и он понимал, что маяк находится в опасности, потому что это было время, когда маяки поджигали. Они работали на керосиновых еще лампах. И важно, чтобы туда было залито достаточное количество керосина, чтобы вот этот фитиль, чтобы он горел. Если вдруг стекло какое-то разбивается, нужно вовремя все это закрыть, разжечь опять этот маяк и сделать все для того, чтобы этот маяк горел. Потому что этот маяк находился на опасном очень выступе в море. И моряки, которые шли в порт, должны были видеть этот выступ. Этот маяк предупреждал их об опасности. Он показывал им, что нельзя приближаться к этому берегу. И он должен был постоянно гореть. И вот в одну ночь, когда разразился сильный ураганный ветер, когда волны бились о берег и брызгами все разлеталось по поверхности земли, этот человек находился в своем доме, и он так посматривал на этот маяк наверху из окошка своего и видел, что свет горит на маяке. И все было благополучно. Но потом, уже ближе к утру, когда вот-вот должен был забрезжить рассвет, вдруг он услышал звон разбивающегося стекла. И он понял, что ветер ураганный одно из стекол повредил в этом маяке. И он посмотрел из своего окошка туда наверх на маяк, точно потух свет на маяке. Как смотритель маяка, что он должен был сделать? Он должен был сразу пойти туда. Ну, он посмотрел на улицу. Такая непогода, дождь льет, ветер сильный. Иди туда наверх, искать стекло, вставлять, поджигать опять этот фитиль, чтобы он горел. Так не хочется. Дома тепло, печь горит, все хорошо. Зачем туда отправляться? И он так рукой махнул и сказал сам себе в сердцах: вот, расцветет, буря поутихнет, обязательно схожу туда, все это исправлю. И остался дома, не пошел. Так и произошло. К утру буря стихла, выглянуло солнышко сквозь тучи, и хотя еще волны сильные бились о берег, он поднялся туда на маяк, стал менять это стекло разбитое, поджег этот фитиль, проверил, чтобы все работало хорошо, исправно, чтобы на следующую ночь зажечь, чтобы все было нормально. И вдруг с этого маяка он увидел на берегу обломки и понял, что ночью потерпел крушение какой-то корабль. Он быстро с этого маяка спустился вниз и побежал на берег моря для того, чтобы понять, может быть, кто-то из моряков уцелел, может быть, кто-то будет жив, он может кого-то спасти. И он бегал по берегу, и на берег увидел, что было выброшено несколько тел моряков. И когда он стал их переворачивать, он понял, что все они мертвы. Они все нахлебались морской воды. И все были выброшены в море на берег. Но самое страшное в этом было другое. Среди погибших моряков он узнал своего собственного сына, который в эту ночь вместе со своими друзьями боролся со стихией, пытаясь найти вход в бухту, в безопасную бухту. А пренебрежение его обязанностей стоило его сыну жизни. Друзья, порой и мы не задумываемся над тем, что может случиться, если мы пренебрегаем нашим поклонением Господу. Если мы Богу служим не всем. Если мы понимаем свою ответственность перед Богом, мы отдаем себе отчет в том, что это касается не только нашей жизни, это касается жизни моих детей, это касается жизни моих родственников,
моих близких. И если я, как тот плотник в начале нашей истории, вот всю жизнь вот так вот честно исполнял все дело, а в конце жизни решил, спустя рукава отнестись к делу Божьему, то могу пожать очень печальный плод. Пусть Господь от этого нас защитит. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были усердны, чтобы сердце свое прикладывали, когда идем на богослужение, когда трудимся для Него, когда в церкви звучит какой-то призыв, чтобы мы могли исследовать Библию горячо, чтобы мы могли молиться искренне, чтобы мы могли служить от чистого сердца. Я приглашаю вас молиться. Милосердный наш Господь и Бог, во имя Иисуса Христа мы сегодня обращаемся к Тебе. И, Господи, да, порой нам нужно просить у Тебя прощения, потому что мы пренебрегаем откликом на призывы Твои служить Тебе от чистого сердца. Господи, порой мы обеспокоены и озадачены какими-то своими мирскими делами и заботами. И, Господи, эта суета настолько сильно мешает нам послужить Тебе. Мы просим у Тебя, Господи, благослови нас, чтобы мы могли всем сердцем посвятить, чтобы мы могли все свое сердце посвятить Тебе. Чтобы мы, Господь, могли прикладывать свое сердце, усердно служить во всяком деле, которого Ты нас призываешь. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли и своих близких привести к Тебе. Чтобы наши детки, видя наше усердие, были тоже здесь на служении и могли поклониться Тебе. Мы просим у Тебя, благослови эту церковь. Благослови, Господь, каждого стоящих перед Тобой. Благослови, Господь, тех, кто смотрит нас в суд. Мы молим у Тебя, Господи, о том, чтобы Ты благословил и помог нам возрастать в познании Твоего Слова и укрепляться в истине Твоей. Господи, наша молитва к Тебе сегодня о тех, кто немощен, о тех, кто остался сегодня дома по причине болезни. Благослови тех, кто готовится к операции, или тех, кто перенес сейчас операцию. Мы молим о Тебе, Господь, о тех, кто, может быть, сейчас сомневается, тех, кто испытывает какие-то проблемы с верой, у кого, Господь, вера угасла, у кого надежда угасла, кого посетили сомнения. Поддержи, Господь, и укрепи их, чтобы и они, Господь, могли вновь иметь огонь в своей груди, который приведет их к спасению. Во имя Иисуса Христа благослови всех стоящих перед Тобой здесь, на этом святом месте. Благослови наше поклонение Тебе, а мы прославляем Тебя, нашего дорогого Господа, Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.